YouTube-блогер Доронбек Адаханов. Особенность парламента Австрии заключается в том, что для народа свободный вход, как вот мы зашли, у тебя проблемы были со входом? Нет. Не были, да? Да. Просто паспорт зарегистрировали, сказали добро пожаловать. Для народа. Бомба прямо здесь ударила, и взрывной волной все, очень много было повреждений. Потом, конечно, осколки повредили все, и все это реставрировали, все это сделали, и поэтому стоило много-много денег. Мы сейчас находимся в том месте, где официальные встречи, называется на немецком Empfang-салон, салон принятия, да, достопочтенных, говорится, политиков, гостей. И здесь были наши делегации с Кыргызстана в прошлом году, спикером парламента, и тоже господин Садыр Джапаров был здесь, наш президент. И она задвигается и издает шум. Иногда, когда, допустим, фракция была не за какой-то законопроект против, они называли пульт оргель, они делали музыку. Вся фракция брала эти пульты и так стучала и мешала собранию. Желаю вам увидеть мир, желаю вам развития. Постарайтесь выехать за границу, посмотреть, узнать о мире больше, узнать что-то хорошее, привезти в Кыргызстан и, может быть, внедрить. Арыңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Door Life Media YouTube каналы жана мекендештер долбоору. Бүгүн биз Австрия өлкөсүнүн борбору болгон Вена шаарына келдик. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы биздин мекендешибиз Айткулиев Болотбек. Добрый день, дорогие наши телезрители, с вами снова проект «Мекендештер». Мы находимся в Австрии, в городе Вена. Сегодняшний наш гость, наш соотечественник Айткулиев Болотбек. Болотбек Айткулиев родился в городе Фрунзе в 1973 году, вырос в многодетной семье. Мама Майрамкан, родом из села Кучкор Нарынской области, работала преподавателем по специальности ветеринар в СПТУ города Каракол. Отец Айткулиев Барыктабас вырос в селе Челколот Иссыкульской области. В 1970-е годы был начальником сельхозуправления Иссыкульской области. В 1995 году Болотбек Айткулиев закончил художественно-графический факультет университета имени Касыма Таныстанова в городе Каракол, а в 1994 году познакомился с гражданкой Австрии Эстер. В 1996 году пара поженилась в городе Каракол. В 1998 году Болотбек Айткулиев вместе с женой переехали в Австрию. В 2002 году у пары родилась дочь Замира, а в 2005 году появился на свет сын Рик. В 2015 году Болотбек Айткулиев начал работу как социальный работник в сфере иммиграции и беженства. 2,5 года проработал как переводчик и социальный работник в компании по делам беженцев при Министерстве внутренних дел Австрии. В 2017 году стал членом Австрийской народной партии, оказывал поддержку однопартийцам во время предвыборной кампании в парламент. В 2020 году стал помощником депутата парламента Австрии господина Питера Вейндингера. Высшей точкой совместной карьеры стала почетная награда Республики Австрия, врученная господину Питеру Вейндингеру за политические заслуги в области политики. Страна с имперской историей, архитектурой в стиле барокко, горными деревушками и величественными дворцами. Земля, на которой жили такие известные люди, как Моцарт, Штраус, Зигмунд Фрейд. Это все про Австрию. Знакомить нас с ней будет наш соотечественник Болот Айткулиев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы, кандайсыз Болотбек? Кош келиңиздер. Венага. Атайын келдик, мекендештер долбоору Кыргызстандан Австриянын Вена шаарына. Кудай буйрса бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз өтө кызыктуу жана маанилүү болот деп ойлойм. Бүгүн сизди атайын ушул биздин репортажга тарталы деп Кыргызстандан чыгармачылык топ сиздин кызматыңызда. Чоң рахмат Орон. Мен силерди күттүм. Аябай күттүм да. Ошо кош келиңиздер Венага, парламентке.
Шо, андан ичине кирели, көрөлү кандай? Көрүнө. Бул Австриянын ошол Вена шаарындагы парламенти, И? Шо, центральный ход дегенде. Ошо биякта азыр security өтөбүз, аэропортто эле. Ошо анан ичине киребиз, анан көрөбүз кандай биякта парламент иштеп атат. Экскурсию по Вене Болот начал с австрийского парламента, в котором он проработал 5 лет помощником депутата. Здание парламента на Венской улице является одним из важнейших строений Австрии и настоящей жемчужиной архитектуры. Дебаты в нем ведутся с 4 декабря 1883 года. Ежегодно здесь проводится 280 заседаний. Дорон, добро пожаловать в парламент Австрии. Мы сделаем небольшую прогулку, посмотрим исторические моменты, политические моменты. Все это мы обговорим. Мы сейчас заходим в информационный центр. Он называется Агора. И мы будем смотреть некоторые элементы, которые очень важны, чтобы знать историю. Но это, конечно, будет все такое в маленьком формате. Да? Но, допустим, первый стенд, к которому мы подходим, здесь находится здесь. Начало, здесь написано уже история, да? Когда начиналась конструкция, да, строительство. С 1871 до 1883 год. Да? А потом здесь период Первая мировая война, 14 до 16 года. Здесь был лазарет. Раненые солдаты с поля боя. Здесь открыли двери, даже есть документация. Лазарет, кровати, все это вот начало этого дома. Он всегда был открыт для народа. Для народа. Ну, есть своя история, почему парламент был создан, потому что уже народ возмущался, войны, как говорится, политические передряги, и поэтому пришлось нашему, как говорится, кайзеру сдать позиции и дать, как говорится, волю народу. Это так начинается парламент. Конечно, мы знаем, в 1945 год война, парламент был бомбардирован. Он был наполовину разрушен. И я потом покажу вам, где были места разрушения. Попали бомбы при бомбежке, когда американцы когда бомбили, попали тоже сюда, в парламент. Почему? Потому что в это время тоже были национал-социалисты, это были, как говорится, фашистский режим. Они заседали тоже здесь. Они взяли, как говорится, ну, это же центральное, как говорится, такое очень важное здание. Они взяли власть здесь. И поэтому попали сюда тоже бомбы. И дальше развитие, потом с 45 по 56 год, тоже это послевоенное уже время. В этот период, в 1955 году, тоже Австрия провозгласила независимость как нейтральная сторона. В 56 году? Это в 55 году. 55. Ну, это вот это, здесь можно нажимать на кнопки, и потом, вот, допустим, давайте нажмем на вот... И здесь интерактивно рассказывается на двух языках, на немецком и титул на английском. На английском. Здесь видно, как построен парламент внутри, да, и можно, конечно, вот эти все периоды, важные периоды, запросить. С 2014 года началась полностью реставрация этого здания, потому что оно было старое, видите. Это после войны, его реставрировали, это послевоенное время. Да. Вот, допустим, мы реставрацию тоже нажмем. Было очень много реставраций, потому что старые крыши. Es beschäftigt das Parlament mehr als ein Jahrzehnt und während 3 Präsidentschaften. 2010 gibt Nationalratspräsident ein erstes sogenanntes Gebäuderöntgen in Auftrag. Сделали рентген здания, потому что начали смотреть, где какие элементы, может быть, подлежат реставрации или замене. В принципе, все здание было выкопано и сделано, заново простроено. Хорошо? Если мы пройдем здесь,
мы увидим заднюю сторону парламента. Да. Это задняя сторона, она как бы чуть-чуть так, ну, по-другому расположена. Здесь, допустим, здесь это нижняя палата находится. Да? Здесь находится в этом крыле, в левом крыле находится палата, сейчас депутаты, которые заседание проходят. Зал заседания. Зал да? заседания. Старый зал заседания, он на этой стороне. Здесь старый зал заседания, здесь можно даже вот дигитальная цифровая модель. Да, вот смотрите, видите, все полностью реставрировали. Очень много архитекторов, ну как тоже работало при этом. Они все основывались на планы господина Теофила Хансена. Он был самый главный, как говорится, архитектор, и все вот эти планы, которые он затеял, все оставилось здесь. Да. И было воплощено, говорится, в архитектуру, во все элементы. Пойдемте дальше. Стиль архитектурный необычный. Стиль архитектуры, он, ну вот когда мы еще в верхний этаж пойдем, колонный зал, я объясню больше архитектуру. Архитектура, она дает свою основу в греческой архитектуре, похоже чуть-чуть, греческая и итальянская, римская архитектура. Это центральный информационный холл, называется Агора. Он там написано. Агора это греческое слово. Агора место встречи, где все встречаются, да. И особенность парламента Австрии заключается в том, что для народа свободный вход. Как вот мы зашли, у тебя проблемы были со входом? Нет. Не были, да? Да. Просто паспорт зарегистрировали, сказали добро пожаловать. Для народа. Потому что кто правит, по идее? Народ. Народ выбирает, народ изъявляет свою волю. И депутаты, которые здесь заседают, они должны принимать во внимание мнение наших граждан. Да? Так, здесь очень много, мы говорим, интерактивных моментов, где мы можем познакомиться с работой парламента, с его историей. Планы, как он устроен, допустим, опять модель парламента здесь, да? Опять же, вот она. Это мы заходили в центральный вход, мы заходили внизу, и вот эта модель парламента. Опять же, здесь зал заседаний депутатов, современный, как говорится, и это старый зал. После реставрации этого зала, ну, не то, что зала, это всего парламента, было бюджетировано 320 миллионов евро. И это попало как раз в период, когда ковид начался и подорожание материалов. И, в принципе, мы говорим о реставрации всего здания около полумиллиарда евро. Евро. Но дело в том, что они все, как говорится, поменяли, сделали новые телефонные линии, все это было сделано. У нас есть специальные комнаты в подвале, которые защищены от прослушивания, потому что, допустим, решаются вопросы национальной безопасности, да? Закрытый вопрос, и там, как говорится, все, как говорится, сделано по последнему слову техники, да? Чтобы прослушки не было, безопасность была. Телекоммуникация, внутренняя телекоммуникация, все это было сделано. Все вот эти, как говорится, современные, да. Допустим, эта сторона, где заседает, допустим, нижняя палата, их стекла, даже пуленепробиваемые стекла. Вот эти? Да. Пуленепробиваемые стекла. Да. Делается все так, чтобы люди могли работать, ну, без каких-то опасностей. Но, в принципе, Австрия очень спокойная страна. Так что у кого есть возможность, приезжайте в Австрию, посещайте всегда парламент. Очень важно, много исторических моментов. Так что дальше идем, да? Да, дальше пойдем. Да, хорошо. Так. Мы заходим в форум.
Здесь, опять же говорю, есть много моментов, где можно это видеть людей, которые, допустим, держат какие-то транспаrenты, допустим, с вопросами. Разные вопросы, да, задаются. Это делается тоже в целях обучения, можно бы сказать. Приходит много школьников, приходит много людей, которые просто интересуются демократией и как это все работает. Здесь, в принципе, все открыто. Демократические процессы, они открыты. Мы заходим в форум, да, и здесь все, это как уже в очень такой простой форме объясняется, как, допустим, работает парламентаризм, да. Здесь, допустим, разные вопросы. Здесь можно послушать ответ на этот вопрос. Да, дается информация. Это тоже очень важно, чтобы народ знал. Да, здесь аудиозапись проходит. Да? И даже это сделано так, чтобы для детей, может быть, чтобы они понимали, как устроен вообще не то, что парламент, а работа всей страны. Потому что все связано с законами. Да? Какие законы примут, так и живем. Да? Здесь можно, допустим, здесь еще раз пойдем сюда. Можно сделать так, что ты берешь карандаш и отвечаешь на вопросы, и, допустим, у тебя есть какой-то законопроект, твое предложение. Какое вот предложение будет у тебя, допустим, Турон? Ты можешь написать? Здесь, да? Да, допустим, я как гражданин Австрии. Я напишу, я хочу получать больше зарплаты, потому что я работаю там-то, там-то, допустим, слесарем. Я считаю, что это мало. Потом берется листочек, ложится туда, сканируется на сканеры, и после сканера оно отправляется, и отделение, кто работает с этими вопросами, тоже просматривает, и иногда они принимают вопрос, может быть, во внимание. Может быть, их много таких же вопросов. Да? Так что здесь это тоже интерактивно, мы можем вопросы, отвечать на вопросы. Есть разные, как говорится, категории. Вопросы по парламенту. Да. Чтобы знать больше, может быть, ответов. Иногда я делаю даже сам ошибки. Приходится тоже нажимать кнопки, повторять все. Здесь вы видите большие дисплеи. Это все шефы партий подходят. Это шеф-клуб «Фрау» называется. Да, зеленых. Это социальная партия красные. Это НЕОС, партия НЕОС, шеф ее. И они вот так вот меняются. Это сейчас второй президент. Это третий президент, госпожа Дорис Бурес. Это второй президент тоже от нашей партии. Господин Петер Хаубнер. Да, это тоже с нашей партии. Они все представляют разные партии. Да. И сейчас вот меняется, допустим, это, допустим, сейчас является первым президентом. Господин Розенкранц является первым президентом парламента. Да. И вот так. So, die Dame ist mir noch unbekannt. Bundesratspräsidentin. Die zweite Kammer. Die zweite Kammer. Ah ja, von der Bundeskammer. Bundesratskammer. Это президент Нижней Палаты. Вот это. Да, она. Там меняется. И alle halbes Jahr wechseln sie. У нас меняется Нижняя Палата, президентство в Нижней Палате меняется каждые полгода. Ein halbes Jahr Ja, Vizepräsident und dann wieder Vizepräsident. Каждые полгода они сначала вице, потом президентом. И вот так полгода меняется. Нету такого, чтобы один сел и на долгий срок. Они меняются. Jedes Bundesland. Да. И с каждой области меняется. В Австрии 9 областей, да? 9 областей. Там есть, в Нижней Палате есть, называется Wappen, это наши гербы. Где положение герба, ты знаешь уже, кто следующий по очереди. Центральный герб – это президентство. Потом через полгода меняется второй герб.
Наши были полгода назад в моей области. Vielen Dank. Ach, jetzt sprechen Sie, oder wo sind Sie her? Russisch. Ne, Russisch. Föderation oder Kirgisistan? Киргизстан. Ja. Киргизстан. Ja, mein Sohn war dort im Sommer. Schön. Сын был, говорит, в Кыргызстане. Мы находимся в колонном зале на первом этаже, находится над центральным этим сервисным центром информационным. Колонный зал, потому что у нас есть колонны. Вопрос, Турон, сколько весит одна колонна? Мрамор. Примерно. 300, наверное, килограмм. Килограмм нет, 16 тонн. 16 тонн это монолит. Монолит, сделанный из одного огромного, говорится, это монолит. Там нету отрезков, ничего. Монолит 16 тонн. Раньше привозили на пряжках лошади, да, несколько повозок тянули. Со стороны есть там шахта была около Зальцбурга, очень далеко. Потом на поездом сюда, и опять таким, не было же тракторов или что-то. Почти чуть ли не вручную все это привозили, ставили. Да? Это колонный зал, исторический зал. Здесь был лазарет. Я уже говорил, в Первую мировую войну много раненых солдат было, и они здесь сделали лазарет, да? Больница была. Да? И вот уже с первых, говорится, дней, говорится, годов вот этого здания, оно уже было для народа. Народ уже пользовался им, потому что не было возможности, было очень много раненых солдат, они вот все здесь, говорится, проходили медицинское обслуживание. Во времена Второй мировой войны была бомбардировка, я говорил, да? Да. И одна бомба упала вот прямо сюда. Конечно, разрушения были. Но колонны остались, разрушились только 2 колонны. Всегда есть вопрос. Найдите эти колонны. Будете долго искать, я сделаю вам подсказку. Так, пойдемте сюда к колонне. Вот фундамент этой колонны, он отличается от фундамента других колонн. Он светлее, новый. Да. И поэтому эти 2 колонны были заменены, потому что бомба прямо здесь ударила, и взрывной волной все. Ну, очень много было повреждений. Потом, конечно, осколки повредили все, и все это реставрировали, все это сделали, и поэтому стоило много-много денег. Этот пол, он тоже оригинальный. Вы говорите, а как он сохранился? Этот пол, он же имеет толщину, они додумались. То, что поломаны были, убрали. Этот пол берут, половину срезают и делают еще один квадрат. И так они восстановили путем половины среза. Да? Восстановили, и все материалы, они оригинальные отсюда. Они не доставляли никаких других материалов, потому что это очень важно было сохранить вот это первозданное, облик. У тебя был вопрос, почему стиль? Стиль, да, архитектура. Если наш парламент называется даже самым красивым дворцом Греции. Греции? Почему? Видите, греческий стиль, да? Как будто мы в Афинах. Вот эти. Да, все эти лепнины, вот этот стиль сам, да, как в Афинах. Почему? Потому что Теофил Хансен, архитектор, он долгое время жил тоже в Афинах, в Греции, и был инспирирован, говорится, да, инспирацию получил от этого стиля, и хотел тоже, говорится, здесь эти элементы тоже ввести. Поэтому греческий, да. Все элементы, все лепнина, все было сделано по его эскизу. Все, здесь ничего нету другого, только его идеи. Это был, говорится, самый главный архитектор в то время, и он сделал несколько тоже дворцов, он сделал в Австрии, здесь в Вене, и вот это его детище. Да? Допустим, здесь тоже элемент на дверях.
дверные ручки, оригинал, сделан как змея. Как змея. Да. Почему? Потому что тоже в мифологии тоже говорится, что змея это же как бы символ мудрости, да? И вот тоже эти элементы сделаны. Двери тоже оригинальные, ну а их тоже переделали, потому что по стандартам, по пожарным стандартам ей надо переделать. И их туда вставили еще такой железный лист, и еще тоже противопожарные элементы. И она такая большая дверь. Очень автоматически, очень тяжело тоже открывается. И эти, допустим, комнаты, они сделаны для того, чтобы, допустим, сделать какие-то маленькие заседания. Да. По каким-то вопросам там отдельные комнаты. Постоянно идет работа парламента. Это вот колонный зал. Здесь проходят все официальные встречи. Допустим, наша олимпийская команда здесь была тоже. Их встречали здесь. Когда приезжал спикер, господин Шакиев приезжал, его встречали здесь, в одной и той же палате здесь. И они официально проходили с центрального входа сюда и отсюда тоже выходили. Также господин президент Садырбек Джапаров тоже был здесь, проходил тоже здесь. В парламенте встречали официально на центральной, говорится, лестнице. Да? Так, мы сейчас находимся в том месте, где официальные встречи. Называется на немецком Empfang-салон. Салон принятия, да, достопочтенных, говорится, политиков, гостей. И здесь были наши делегации с Кыргызстана в прошлом году. Да? Спикером парламента, и тоже господин Садыр Джапаров был здесь, наш президент. Здесь официально принимают, официальные переговоры ведутся. Две стороны. Австрийская сторона и гости здесь. Пожалуйста, Дурон, садитесь сюда. Дурон, я сяду напротив вас. Это переговорный стол. Официальный, вот, в официальном формате. Да, обмениваются мнения для официальных встреч. Да. Здесь очень такой, здесь вот этот рояль специальный тоже, потому и своя история есть. И вот это для официальных встреч. Здесь тоже можно фотографироваться. Выставляются тоже флаги стран, принимающей стороны, наш австрийский флаг и флаг страны гостей. Да, и у меня была честь быть тоже на официальной встрече здесь. Да, очень был, говорится, горд за Кыргызстан, за наших, которые приезжали сюда, и был горд, чтобы помочь нашим ребятам здесь, да, представить все это. Здесь особенность этого зала заключается в том, что вы видите здесь картины, да? Да, необычные. Необычные картины, да. Это один художник, он из моей области, из Каринтии. Он использовал специальные монохромные цвета. Допустим, это вот это большое панно, эти цвета очень тяжело растягивать, да, со стороны искусства их тяжело обрабатывать. Но в чем причина? Это размер, да, квадратный размер этого панно, это обычная среднестатистическая квартира Вены. Вот этот размер? Да, вот это размер, это среднестатистическая квартира как бы Вен. Ну, Вены, может быть, где вот люди проживают, маленькие дома, да. Политика происходит тоже, говорится, в домах, разговаривает. И это говорит о том, что политика, она от народа, да. Потом мы видим разные цвета. Это для меня тоже это, как бы картина того, что каждая партия или каждый человек имеет свое мнение. Правильно? Да. Вот это моя, допустим, моя партия, это, допустим, Туркис называется, это наша партия. Но в процессе, допустим, работы, да, в парламентской работе, иногда надо же компромиссы делать, правильно? Да. Да? Да. Я не могу сказать, что вот я вот на этом остановлюсь, это мой цвет. А когда я меняю ракурс, да, вот пойдем сюда, Доронбек, ты запомнил тот цвет? Вот теперь смотри на что. Цвет поменялся? Да. Чуть-чуть сероватый стал, да? Да. Это говорит о том, что иногда даже в партийной работе, как политика, мы должны быть готовы поменять свой ракурс. Поменять мышление. Потому что
Невозможно же просто вот одну линию, как говорится, гнуть и сказать вот так вот, да? Иногда другие времена настают, другие люди, поколения. Надо быть гибким и идти на компромисс. И все эти, и вот это как раз об этом и говорит, что я могу пойти, не меняя своего цвета, я могу все равно делать поправки. Поэтому, допустим, коалиция. У двух партий есть своя политическая, говорится, может быть, идея. Но чтобы коалировать, вместе работать, надо идти на компромисс. Вот эта задача. И опять же говорю, это квадратура обычной квартиры, венской квартиры. Все имеет смысл здесь. Не просто так вот что-то там кто-то нарисовал, там продали, поставили. Здесь заседает примерно 61 человек. Выбираются только по партийным образом, из партии. У них тоже есть время за дебатов. Если ты маленький человек, ты можешь... Здесь регулировка по вверх-вниз, да. Потому что у нас есть люди, которые, допустим, может быть, на коляске, да, есть депутаты, которые, инвалиды, да, они подстраивают под себя. Я могу под себя подстроить, чтобы мне было удобно говорить, и я начинаю свои дебаты. В данный момент председательство Верхней Палаты занимает земля Зальцбург. Все вот эти последующие, это Штайрмарк, Фрадельберг, все они вот так вот проходят с той стороны справа через полгода. Каждые полгода меняется представительство. Значит, каждая земля, да, Дубан, да, имеет право полгода. 9, да. Вот мы были, вот этот флаг с двумя красными черточками и 3 льва. Это моя область. Мы были тоже. Мы уже продвинулись, говорится, да? И здесь проходит заседание, принимаются законы. Законодательная палата, тоже можно сказать, да? Они здесь рассматривают законы. Ну, конечно, происходит тоже лоббирование. Все смотрят на свои, говорится, земли, чтобы им тоже было выгодно. Они тоже влияют на процесс по принятию законов в парламенте. Они могут возложить вето, да? Протянуть, может быть, время чуть-чуть, да? Так что здесь тоже решаются многие вопросы, ну, как по областям, регионально. Но основная, в принципе, основная работа это не вот верхней палаты, а нижней палаты, потому что там депутаты, да, 183 депутата из разных партий. Вот они в основном принимают решения. Я уже сказал, методом встать и сесть. Да. Мы еще пойдем туда, и мы попробуем проголосовать. Хорошо? Здесь сидят тоже референты. Здесь, допустим, сидят люди, которые протоколируют. Протокол, стенография. Каждое заседание есть всегда стенография в электронном виде. Стенографируется. Каждое заседание, каждое слово говорится. Есть тоже рекорд. Есть время. Здесь горит лампочка. Допустим, 5 минут, потому что здесь 60 людей, каждый по 3 минуты, и весь день уже ушел. Есть рекорд одного человека, это был наш нынешний министр из «Зеленых», министр спорта, господин Коглер. Он встал, начал говорить, без остановки он говорил 9 часов. Здесь? Да. И в конце сказал, ну, наверное, мне больше нечего добавить. И закончил свою речь. Потом ввели регламент по долготе. Да. Все должны были услышать. Он за один присест 9 часов продвинул свою идею. Здесь у нас есть архитектурная люстра. Люстра тоже оригинальная. Конечно, ее сделали под электричество. Раньше были свечи. Сколько она весит? 2 тонны? Чуть-чуть меньше, 600 килограмм. Вот это, да. 600. Да, 600 килограмм, здесь 2 люстры, очень хорошо отремонтировано, конечно, очень, может быть, неприятно, кто сидит внизу, да. Но качество, да. Качество. Да, европейское качество, да.
Да. И здесь, конечно, информация выходит, какие законопроекты. Здесь лепнина тоже, это все старое, еще осталось с царских времен. И вы там видно гербы. Гербы, да, гербы, где Австрия вообще правила. Там чуть-чуть больше гербов. Да? Я потом расскажу это в другом зале. Почему? Австрийско-венгерская империя. Пожалуйста, отсюда. Да? Так что мы дальше пойдем сейчас в зал заседаний. Мы сейчас по пути в пленарный зал, где заседают депутаты, где происходят, в принципе, все дебаты и законопроекты, принятия или отклонения. Здесь уже видите группы. Мы заходим прямо в зал заседаний. Здесь сидят все министры, называется министр-банк, министры. И кто на данный момент является министром, все сидят. Первое место принадлежит канцлеру. Вот это? Да. Вот здесь сидит канцлер, да? Да. Здесь вы видите, что здесь написано бундесканцлер магистр Шалленберг. Шалленберг является министром иностранных дел. И на данный момент он сейчас, потому что у нас переходное правительство, еще коалиция не создалась, он замещает сейчас, говорится, канцлера. И стал канцлером уже второй раз. Да? Потому что у нас политические передряги. И сейчас здесь сразу меняется все эти титулы, все наклейки. Происходит очень быстро. Здесь то же самое. Здесь происходят дебаты. Здесь тоже 5 минут есть. Потом горит лампочка. Төрага сидит здесь и говорит: так, пожалуйста, поспешите, или, может быть, с чем-то, может быть, не согласен. Он может как бы сделать вето. Это наш герб. Сделан из стали, весит 600 килограмм. И здесь тоже сидят все, говорится, представители все, здесь вот в первых местах, представители все правительства. Да? А здесь депутат? Да. Здесь сидят депутаты. Мы говорили, французская система. Левое крыло, правое крыло, слева направо. Мы говорим, левая партия. Вот здесь. Здесь, да. Это были, допустим, здесь сидят красные, как из ДПК, можно сказать, да? Социал-демократы, потом зеленые, тоже НЕОС. Наша партия здесь сидит, народная партия, они больше, мы как середина. И правая сторона это уже правое крыло, говорится, да. 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 В общем, сколько здесь депутатов? 183 депутата, да, от 9 областей. Да. Выборы происходят на местах, говорится, да, но тоже по процентуальным, сколько там населения, зависит сколько населения, выбор или голосов, и определенное количество мандатов выдается на столько-то людей. Конечно, партии очень, говорится, борются за места. К сожалению, наша партия в последние выборы в октябре она потеряла где-то треть голосов. Ну, сложные времена, но это политика. Это политика, да. Но она и хорошо, потому что меняется, как говорится, может, какая-то власть, может, какое-то направление, да. И политика, она такая плавающая тоже, да. Здесь вы можете посмотреть, вверху есть место, вот где это стекло. Там можно просто прийти и посидеть, и послушать заседание. Вход открытый, надо просто зарегистрироваться, прийти. Это второй этаж, да. Здесь сидят репортеры. На втором этаже? На вот это второй этаж, да, здесь ярус, да. А где застекленные полностью, там только сидят только посетители. Вы еще один момент говорили насчет голосования. Да. Как голосуют? Давайте сделаем голосование. Да. Да? Да. Я, допустим, здесь сидит
господин Розенкранц. Голосование проходит таким образом. Вы видите, что здесь есть дисплей, он выезжает. Там есть, конечно, информация о проекте, законопроекте, который на данный момент рассматривается. Төрега задает вопрос про голосование и методом обычным. Поднятия, я говорю «да», или же я остаюсь на месте, это мое нежелание, протест, проголосовать за тот или иной законопроект. И Төрега может оптически уже посмотреть, сказать так, большинство, и он говорит так, решение принято или отклонено. Сразу это протоколируется. Если спорно, то быстро делают подсчет. Иногда, но это разница в Кыргызстане, потому что в Кыргызстане, я как видел, дисплей, кнопка. Есть работники, помощники, нету депутатов, нажимают. Этого здесь нету такого. Или ты здесь, ты говоришь, ты, говорится, выявляешь, что говорится, твою позицию, или же ты встаешь и не встаешь, или ты не присутствуешь, значит, твое имя не засчитывается. Очень просто. Это прямая демократия, без всяких. И все депутаты должны быть на месте. Когда заседание. Иногда бывает, что они, может быть, какие-то у них интернациональные встречи могут отпрашиваться, но это они должны отпрашиваться у шефа клуба. И да, должна быть уважительная причина. А так все должны быть на заседании. Да? Заседание длится иногда очень долго. В час ночи заканчивается, допустим, и мы все собираемся, садимся на машину, и я как помощник, да, можно сказать, депутата, и у меня много функций. Я помощник депутата, я подготавливаю документы, я его шофер, я его телохранитель, я его фотограф. И делаю все для нее. Все, весь объем работы и делается одним человеком. Нет такого разделения, что шофер там. У них нету квартиры здесь. Не выдается квартира, не выдается шофер или машина. Все это, говорится, получается зарплата. И вот с этой зарплаты они живут, работают. Да, зарплата выше, но и работа тоже ответственнее. Да? Примерно зарплата? Зарплата около 9,5 тысяч, около 10 тысяч. Но, есть одно но. Налоги. В этой категории зарплаты, потому что высокая, как менеджер, 50% налогов. Значит, если я получаю 10 тысяч, 5 тысяч только на руки получаю, говорится, да, все. И из этих налогов, короче, мы все оплачивается, конечно, полиция, все остальные затраты, говорится, что надо, да, допустим, там другие сферы, здравоохранения. И вот так работает система. Налоги очень важная часть. К сожалению, у нас еще в Кыргызстане эта тема еще только развивается. Почему мы иногда живем, говорим, ничего не развивается, бедно. Налоги. Но если налоги тоже идут в правильное русло. Да. Да. Поэтому единственная отличительная сторона в Европе – это законопослушность. И налоги надо платить, и налоги остаются по всем секторам, где они должны быть. И туда тратятся. Не тратятся на какие-то там, может быть, машины или там переезды. Тратится именно на то отделение, допустим, здравоохранения, уходят деньги туда, на полицию туда. И это строятся дороги. Почему мы ездим, у нас хорошие дороги? Потому что налогоплательщик, народ платит, и мы имеем вот этот высокий стандарт жизни. Каждую страну можно поднять, просто надо платить налоги, и все. Мы находимся в центральный вход, когда официальные встречи проходят, допустим, вот спикер приезжал, да, там президенты, все официальные дипломаты, президенты, они входят отсюда, на рампу заезжает эскорт и встречает президент парламента, встречает гостей, и это центральный вход. Здесь идет по красной дорожке, и мы потом идем в колонный зал. Опять же, к стилю, да, мы говорили, да, стиль архитектурный, да. Здесь уже такой греческий, да, стиль, да, мы видим греческие боги, вот это Нептун,
да. Тоже существуют аллегории, какие-то символы тоже, да. Здесь, допустим, мне нравится инсталляция архитектурная, это современная. Эти висящие зеркала, они крутятся вокруг оси. И если, допустим, смотрите, вот мы же видим друг друга, да, мы в отражении друг друга видим, да. Это говорит, мы можем посмотреть на вещи в другом ракурсе. Да, вот я посмотрю и на вещи можно, на законопроекты, вещи, которые для нас важны, мы можем посмотреть в другом ракурсе. Тоже очень важно, да, если мы видим себя в отражении. Да, Я себя вижу в отражении, Дорон, я вижу тебя. Да. Это значит, что твое мнение, мое мнение тоже важно в этом ракурсе. Да. И вот эта инсталляция помогает нам как бы тоже усмотреть этот пункт, другой ракурс. Мы видим, допустим, потолок или какую-то другую сторону. Это очень тоже важно принять во внимание, правильно? Да? Допустим, если государство хочет сделать дорогу, а на этой дороге стоит твой участок, надо ли принимать твое мнение во внимание? Конечно, надо. Вот это другой ракурс. Мы сейчас пойдем в старый зал, исторический зал. Так, мы сейчас заходим в старый исторический зал, где начиналась, кажется, история, колыбель демократии в Австрии. Да, исторический зал. Исторический зал только предназначается для торжественных мероприятий. Допустим, инаугурация президента или, допустим, же какое-то торжественное большое мероприятие. Или, допустим, когда кайзер, да, царь, мог объявить войну. Вот в этих случаях только. Да? Самый такой у меня знаменательный момент, это было открытие, новое открытие. Я был здесь тоже. Я присутствовал здесь на 5 открытий после ремонта. И я присутствовал тоже при награждении моего шефа почетной медалью, почетным золотым крестом Республики Австрия. Да. Чувствую себя тоже очень гордым, потому что в этой медали часть тоже моей работы, заслуги. Да? Пошкальный здарь. Так, мы находимся в старом, говорится, зале парламента. Это исторический зал. Видите, даже сиденье, все это под защитой, архитектурной защитой. Да? Все осталось в прежнем виде, конечно, реставрация, поэтому не советую садиться, но при торжествах нам нужно сесть. И здесь, когда, допустим, заправляется это все собрание. Верхняя, нижняя палата, дипломатический корпус, потом все дипломатические гости приглашаются. Они сидят тоже на верхних, на лоджии. Да? Там в центральном месте сидит, конечно, наш канцлер. Направо-налево министры и все остальные дипломатические гости. Мы видим стиль, опять же, здесь смешанный стиль. Римский и греческий стили. Если мы посмотрим здесь на эти колонны, так, здесь все имеет значение. Вот эти колонны, мы видим, это были императоры Древнего Рима. Но императоров было же больше, чем вот эти людей, да, говорится, на этих императоров, которые сейчас, один из них Цицеро. Почему они здесь? Идея была архитектора в том, чтобы показать, что эти все императоры, они были очень хорошими риториками. Они говорили очень умно, могли выражать свои мысли. Это тоже картина для того, чтобы все, кто здесь депутаты сидят, все этого, да, избранники народа, могли хорошо излагать свои мысли. И поэтому он взял их как пример, чтобы они знали, да, надо уметь излагать мысли. Иногда мы слышим в разных парламентах, может быть, даже в Казахстане, может быть, не надо такие смешные вопросы, да, которые, может быть, не стоило бы задавать. Да? И вот именно об этом здесь тоже идет речь. Надо конкретно по делу надо
давать свои мысли. Да? Здесь еще один есть вариант. Мы видим, что называется на немецком пульт. Да? Здесь было чернила. Еще пером писали, да? Но это она задвигается и издает шум. Иногда, когда, допустим, фракция была не за какой-то законопроект против, они называли пульт оргель, они делали музыку. Вся фракция брала эти пульты и так стучала и мешала собранию. Да? Они были протест делали, да? Один раз даже один принес сюда пистолет, выстрелил в министра внутренних дел, шефа полиции, попал ему в ухо. После этого они сделали законопроект, чтобы оружие в здание парламента нельзя заносить. Видите, это все требует времени. Да? Уже начали регламент делать, регулировки. Раньше был очень хаос. Австро-Венгерская империя, вы знаете, да, были многие страны. И первое начало, когда началось вот это демократическое вот это движение, как говорится, да, демократии, да, потому что наш кайзер, наш царь, и имел не очень хороший рейтинг, и пришлось ему пойти на уступки, да? И при этом начал тоже, кажется, это здание парламента начали делать, чтобы народ тоже имел власть и имел вес, да? И вот в этой фазе здесь была Австро-Венгерская империя, да? Вот давайте, сколько языков было, допустим? Был австрийский, да? Венгерский был. Чехия, Словакия были частью. Галиция – это западные территории Украины. Львов, там мы говорим, да, Галиция, да. Вот все вот эти языки, здесь было где-то, если не ошибаюсь, где-то 7 языков. Все это происходило на 7 языках. Да. Но было очень трудно, потому что раньше же не было технических возможностей для перевода, сурдоперевода или технических возможностей для перевода. Протоколировалось только заседания, которые на немецком были. Некоторые разглашали свои, на польском тоже говорили. Кто-то говорил на польском, 70% его не понимало. Но это были начала, как говорится, этой демократии. Вы знаете Марк Твен, да? Да. Марк Твен, он же был писателем, да? Да. И он же был журналистом. Его послали сюда, в Австрию, чтобы посмотреть, как работает демократия. И он сидел здесь, делал записи, да, зарисовки, как работает демократия со своими языками. Он жил какое-то время здесь, в Вене, и наблюдал за всем вот этим происходящим. Так что у нас тоже есть история. Марк Твен тоже был здесь. Так, мы находимся сейчас на верхней лоджии. Да, это место центральное. Здесь даже нет, вот это место центральное, где в данный момент сидит, допустим, канцлер, да, вице-канцлер, да, может быть, там с помощниками или жены, да, партнеры, да. Раньше здесь сидел кайзер Франц Йозеф. По истории мы знаем, что в Сараево был теракт, он погибает и начинается Первая мировая война. Да? Так что здесь тоже такая печальная сторона Австрии, что отсюда тоже началась Первая мировая война. И люди знают об этом и стараются не повторить этих ошибок. И я очень рад, что наша страна, она нейтральная страна. Хотя, конечно, возникает много вопросов, но мы занимаем нейтральную сторону. Мы нейтральная сторона. Я очень рад этому. Что наши дети не должны идти на войну, потому что у нас очень много было ошибок. Да. Дурнова, пожалуйста, заходите, посидите на месте бывшего нашего царя. Но есть еще история. Говорят, сколько раз был сам, говорится, да, царь, да, здесь, да. Ну, так как он не любил демократию, не любил демократических развитий, он был один раз только здесь. Один раз? Один раз, да. Он только посмотрел, сказал, даже ничего не сказал, так головой кивнул. Да. И вот эти места первые, это были для элиты общества. Они хотели смотреть, как на театр, да.
Да. Что там происходит, что делает народ, да? Что-то они там разговаривают, что-то дебатируют, да? Это были такое начало, да? Начало. Интересный момент есть в истории парламента, что Конституция сама, да, вот это самое называется Фафасу, она была тоже здесь развита, и ее, допустим, перенял парламент Австрии, Италии. Зачем? Да. Да, потому что сам законопроект, все это, вся Конституция была настолько продумана, что потом в последующем перенял парламент Италии, конечно, с доработками. И много политических парламентариев знаменитых начинали тоже свое начало здесь, наши политики. Да. Да. Даже один работник библиотеки потом добился того, что он потом стал парламентарием. Депутат. Да, депутатом стал, да? Так что кто знает, да? Вот жизнь такая. Может, мы тоже в будущем станем депутатом. Да, кто знает, да? Да. Herr Sobotka, Frau Ministerin, grüß Gott. Sind meine Landsleute aus Kirgisistan, machen einen Dreh über Parlament. Wollte einfach nur Hallo sagen und schön Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? Gut. In die Politische Akademie? Geht's auch gut. Geht's auch gut. Ja, da wird es noch gut gehen müssen. Müssen? Ja, kommen wir dann vorbei. Für Haftbahn. Aber nochmal vielen Dank für Ihre Arbeit, Herr Sobotka. Dankeschön. Это был бывший президент парламента, прошлый легислатурный период называется, да? Сейчас новый президент. И господин Вольфганг Соботка очень прекрасный человек, и который действительно знает много о политике, тоже большой политик, говорится, с большой буквы, как говорится. Сейчас он является директором политической академии нашей партии. Продолжение нашей беседы будут такие. Я хотел бы такой вопрос задать. А вообще, как получилось, вы приехали в Австрию, да? Как получилось, что именно выбрали Австрию? Мы знаем, что вы женились здесь, у вас семья большая. Расскажите подробнее. Но начнем с Кыргызстана. Моя жена приехала в Кыргызстан в 1994 году. И мы с ней там познакомились. В Кыргызстане? В Кыргызстане. Она работала миссионеркой после развала Союза, открытые границы, говорится, да. Она приехала в Кыргызстан, и мы с ней познакомились. При первой же встрече она в меня влюбилась. Да, это история, да? Да. Мне, конечно, неожиданно было для меня. Не свойственно нашей культуре, да, все ожидают, это Галинка должна быть крымская, но судьба такая, что вот мы сошлись с Эстер. Эстер очень хороший человек, и у нее есть Эстер, переводится на фарси, называется звезда, Джилдыз. Да, да. Когда мы в Кыргызстане, я ее называю Джилдыз. Да. Эстер, мы поженились с ней потом в 96 году. 2 года мы общались. Ну, были свои сложности тоже, да. Не было очень так нелегко этот вопрос решался тоже. Ну, в 96 году мы поженились. Она жила в общей сложности 5,5 лет в Кыргызстане. Очень хорошая гелинка. Исполняла все традиции. Очень уважаю ее за это. Одевала платок, джолук салат, да, тоже. Никитой у нас тоже был. Мы тоже, говорится, по традиции все делали, да. И чигарын, да, учили мыть ее тоже, да, все это она прошла. Была младшей гелинкой, да, все курсы боевого, говорится, молодого бойца, да, прошла. Да. Вообще, как началась? Вот вы закончили, мы знаем, во Фрунзе школу, да? Я закончил школу в Караколе. Школа имени Пржевальского, номер 2 в Караколе. Потом я поступил в университет, Караколе тоже, университет имени Тыныстанова, Касыма Тыныстанова. Проучился 5 лет, получил диплом. Факультет, художественно-графический факультет, учитель черчения и рисования. Так, это с 90 по 95 год. Да. Ну, когда вначале все думают, что все легко, если ты едешь за границу и так далее, все быстро, как бы можно добиться успеха так легко. Вот я бы хотел такой вопрос задать. Вначале всегда бывает
тяжелый путь, тяжелые моменты, и как восстановление вашей деятельности, вашей профессии и жизненный путь. Как здесь было? Ну, расскажу вкратце. Тяжело. Всегда чужая страна, чужие законы, говорится, традиции, да, мышление, да, все чуждо. Мне было чуждо. Я где-то 5 лет. Прошло для 5 лет, чтобы я мог привыкнуть язык. Самое основное – это язык здесь. Без языка очень тяжело. И, конечно, мы уже говорили, основной фактор является уважение культуры и традиций страны. Схожести кыргызов и австрийцев? Схожести, да. Мы по росту маленькие тоже все, да? Австрийцы тоже такой народ, тоже горный народ, да? У нас тоже есть места, где очень много напоминает мне Кыргызстан. Я с Исыкуля, Аксуйской области, я в горах нахожусь, напоминает. Снег, погода, лето, все это напоминает, очень похоже все. По территории тоже очень маленькая страна, да. Тоже кыргызы живут, как говорится, может быть, такие, да, радостные, живут одним днем, да? Да. Очень открытые, радостные. Это вот схожесть наших стран. И тоже география очень схожая, да. Хочу вернуться к вопросу вашей работе. Вот как получилось, что вы стали помощником, консультантом депутата, предвыборная кампания, как вообще познакомились? Мы знаем, еще вы работали в миграционной службе, и вообще парламент, политика, как здесь? Очень интересный вопрос. Во-первых, хочу сказать, я очень горд, что у меня была возможность работать при парламенте, вот даже на последней моей работе. Очень горд за себя, что так получилось. Это самая, наверное, высшая точка, которую я достиг. Как для этого все это произошло? В 2017 году я начал свою политическую деятельность, став обычным членом Народной партии. У меня был знакомый депутат, на которого я, конечно, уже в последующем работал. Это господин Питер Вайдингер. Мы с ним были в тесных контактах. Через некоторые, может, там, мероприятия, мы приглашали на мероприятия. Он один из политиков, который сюда приходил, откликался на, говорится, приглашение. Да, и вот так вот возникли контакты. Да? Это всегда такой, наверное, я думаю, человеческий фактор очень важен для дальнейшей работы. И вот так мы познакомились, больше сблизились. И это, наверное, было как бы такой точкой отправления уже с того времени быть уже как бы работником парламента. Потому что он увидел, ну я скажу, может быть, мою открытость, доброту, честность. И вот это, может быть, его импонировало. И он предложил мне в 2020 году, 3 года позже, да, поработать на него, помощником парламентария, получается, да. У нас есть такое определенное слово, называется ПАМИ, парламентария митарбайта. Это сокращенно, да. Значит, я являлся парламентским работником, помощником. Но помощник здесь уже по-другому. Помощник делает все. Помощник, он и водитель, и секретарь, и организатор, и гостей встречает, провожает, и все, абсолютно все, подготовка документации, все это информация. Ну, по поводу парламентской работы, да. Очень прекрасная работа, мне очень действительно очень хорошие воспоминания. Мне удосужилось, говорится, да, удача такая, поработать с многими людьми, встретиться тоже с политиками, говорится, высшей политики, да, допустим, Себастьян Курц. Доводилось с ним встречаться, тоже разговаривать. Там бывший канцлер, вот, недавно ушел в отставку, Карл Нейхаммер. Да. С ним тоже несколько раз встречался, очень хорошие люди. Да? Да. Мы встречались тоже сегодня с господином Вольфгангом Соботко. Это бывший тоже Тюрера, да, парламента.
Да, очень прекрасные люди. Тоже по работе тоже встречал всяких разных послов. Да, и интересная работа. Очень мне вот это понравилось. Мы когда закончили свою парламентскую работу, моему шефу вручили медаль. Медаль за вклад в политическую деятельность. Это дается не каждому парламентарию, это выбирает действительно, да. И надо пройти 10-летний путь, да, чтобы получить эту медаль, да, как парламентарий, да. У него даже срок был меньше, он был очень хорошим политиком, уникальным политиком, и он получил эту медаль Республики Австрия за заслуги перед, как говорится, нашей страной в политической сфере. Я очень горд, потому что я был тоже на вручении в этом прекрасном зале историческом, да, и моя часть работы где-то тоже в этой медали находится, наверное. Я так думаю. Да, очень горд. Очень горд. Но несмотря на мою работу, говорится, так, или, как говорится, мое австрийское гражданство, я не всегда помнил, не забыл, что я крыс. Да. Я всегда поддерживал связь с кыргызским посольством. Наш посол Макеев Төленде очень прекрасный человек. С ним очень часто мы общались, даже до сих пор общаемся. И тоже были моменты, когда, допустим, 9 мая возложение венка неизвестному солдату. Здесь в Вене есть обелиск. И я с дипломатическим корпусом Кыргызстана возлагал цветы. Для меня это тоже очень исторически важный момент, о котором я не забываю. И в душе всегда, конечно, остаюсь кыргызом. Очень хорошая беседа была у нас, я думаю. Вот и последний вопрос пусть будет таким, чтобы вот мы сейчас дадим вам свободный микрофон. Вы можете сейчас пожелать родственникам, кыргызстанцам свои пожелания, приветы передать. Да. Дорогие кыргызстанцы, мекендештер, я очень рад встретить здесь команду «Пирамида». Мы провели очень хороший день сегодня, о многом поговорили. Я желаю вам удачи, здоровья и желаю вам увидеть мир, желаю вам развития. Постарайтесь выехать за границу, посмотреть, узнать о мире больше, узнать что-то хорошее, привезти в Кыргызстан и, может быть, внедрить. С такими мыслями тоже я, говорится, тоже всегда в мыслях у меня, да, занимаюсь этими мыслями, что бы я мог сделать лучше в Кыргызстане. Я даю советы тоже своим племянникам, говорю как дядя, что важно в жизни, и они прислушиваются. Но жизнь такая вещь, надо пробиваться. Я уже здесь 24 года, были взлеты, падения, успехи, разочарования. Все это жизнь, но старайтесь быть оптимистичными, пробивайтесь вперед, и когда-то удача улыбнется вам. Болотбеке, спасибо вам большое за участие в нашей передаче «Мекендештер» в Австрии, в городе Вена. Очень такая позитивная, полезная была передача. Я надеюсь, что наша молодежь от этой передачи получит масса выгоды. И от нашей компании небольшие подарки примите, пожалуйста. Спасибо. Кыргызда эргертен башы аман болсун деп бизде калпакты неметчү экен, анан башыңыз аман болсун деп биз атайын калпак ала келдик. Чоң рахмат. Рұқсат берсеңіз кигизип коелу. Чоң рахмат. Башыңыз аман болсун, баке. И вот такие небольшие брендовые от нашего YouTube канала кружки, кепки примите. Спасибо. Тоже благодарю за приезд, за приглашение, за очень приятное время с вами, Сидоронова, с вашим каналом. И тоже я хочу вам небольшой подарок принести. Напоминание о Австрии. Это, говорится, флаг Австрии. Отдельный заказ. Вы нигде его не найдете, ни в каком магазине. Эксклюзивный заказ был сделан. И я хочу подарить вам, чтобы вы в вашем офисе была память об этой встрече. Огромное спасибо.